Якутия в мире. Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Якутия в мире». И у нас сегодня в студии сидит замечательная гостья Хайвалам Вакувагер, представитель кетов и эвенков Красноярского края, молодежный лидер КМНС, создатель бренда Хайвалам. Хайвалам также является победителем всероссийских конкурсов в номинации «Этноблогер-2020» и Гран-при «Этноблогер года 2022». Хайвалам, добрый день, спасибо, что согласились встретиться и ответить на наши вопросы. Ну и в первую очередь просим немного рассказать о себе для наших слушателей. Добрый день, Сабина, добрый день, все уважаемые слушатели. Я очень рада оказаться здесь, на якутской северной земле. Давно мечтала здесь побывать, но наконец это случилось. Моей главной целью поездки — поделиться своим опытом развития проекта этнобренда Хайвалам. Вообще, с чего началась история бренда Хайвалам? Периодически я думаю о том, когда же на самом деле началось зарождение, и такое ощущение, что это с самого, всю жизнь я шла к тому, чтобы развивать свой проект, потому что все же воспитание и среда таежная, оно все сильно повлияло на дальнейший путь, и в целом все, чем я занималась, оно всегда было около национальной культуры, и уже после школы, в студенческое время, я поняла, что я хочу развивать свой проект, но в первую очередь не как коммерческий, а мне хотелось рассказать о моей малой родине, о красоте севера, потому что, приехав из отдаленного северного поселка в большой город Красноярск, я увидела, что, оказывается, даже на нашей исторической родине, да, о коренных малочисленных народов мало знают, и это ясно показало необходимость рассказывать, делиться нашей историей, красотой самобытной культуры. И пришла идея через предметы повседневного быта, и в первую очередь через футболки и сувенирную продукцию передавать эстетику моего народа. В первую очередь сейчас мы большое внимание уделяем кетской культуре, потому что это народ, который на сегодняшний день всего 1000 человек, то есть угроза исчезновения не только культуры, но и народа, поэтому мы хотим больше внимания этому уделить. Но также мы много уделили внимания продвижению эвенкийской культуры, то есть мы в целом разным северным народам говорим о разных северных народах через нашу продукцию. Сам проект «Этнобренд Хайвалам», как можно сказать, официально его старт был в 2016 году, в ноябре. Недавно нашему проекту исполнилось 6 лет. Начиная с 2016 года мы занимаемся производством национальных украшений, сувениров. Также в зависимости от сезона производим современные футболки или индивидуальный пошив национальной одежды. Достаточно большое внимание мы уделили через свою продукцию продвижению района Эвенкии и также эвенкийской культуры. Но уже сейчас для себя главной задачей ставим продвижение все же больше кетской культуры, потому что на сегодня кетов всего 1000 человек, то есть стоит угроза исчезновения не только культуры, но и языка, поэтому хочется, главная миссия наша сейчас — это возродить кетскую культуру, чтобы рассказать миру о красоте кетской культуры, поделиться этой эстетикой с миром. И таким главным итогом этого года стал запуск серии кетских ювелирных украшений. При этом хочется добавить, в чем особенность. Особенность наших украшений в том, что их начало началось с вещих снов. То есть такая необычная история зарождения идеи. Мы достаточно долго, с конца 20-го и 21 год мы идею взращивали, внимательно прислушивались к себе, к снам. И, наконец, к осени 2022 года официально объявили о запуске серии кетских украшений. У нас это изделия в форме священных птиц, гагары, лебеди. И по желанию клиентов это могут быть просто кулоны, а иногда как ожерелье. А что означает Хайвалам? Хайвалам — это имя мне дала бабушка в честь моей прапрабабушки. У нас в роду была шаманка Хайвалам. И решили также это имя дать мне. А в целом значение хай — это кедр по-кетски,
Хайвалам уже как мать кедр, ну, если так дословно. Также при выборе названия проекта в целом мы изначально в 2016 году назвали бренд «Северное сияние». Ну, это, конечно, красивое название, но оно слишком общее, а хотелось как-то нести уникальность кетской культуры, чтобы как-то сделать акцент на моем небольшом народе. И оно как-то само так как будто очевидно, что назвать одноименный бренд Хайвалам, чтобы кетское имя, кетские названия звучали в этом мире и продолжали свою деятельность. Я знаю, что брендом интересуются не только в регионе, да, но и за его пределов. Когда люди заказывают, покупают, наверное, вы читаете их отзывы, и на что они больше всего обращают внимание, что им больше всего нравится в вашем бренде? Наверное, такой самый достаточно у нас большая часть в продвижении — это все же введение социальных сетей. И в целом написание постов, этноблогинг — это моя отдушина. То есть, получается, мы вроде как и продвигаем товары, но при этом через истории. Мне кажется, аудитория больше проникается благодаря тем таким достаточно искренним рассказам, которые вдохновляют, где-то помогают справиться. В том числе, поступают отзывы, что прочитали наши истории, оно помогло в трудные минуты, или как-то вдохновило. В том числе люди узнали о коренных народах. И интерес вызывают все же сами истории. Можете поделиться одной из этих историй? Как я уже говорила например, о украшениях наших, ювелирных, то, что они пришли из вещих снов. В своих постах, в недавних осенних, мы рассказывали подробно, посвятили этому прям серию постов. То, что подобные фигурки в виде гагар были на налобной повязке моего прадеда Бальна. Он был шаманом. И благодаря, конечно, этнографам много записок в дневниках осталось, записей. Но мы, получается, можем сейчас воссоздавать то, что было даже не то, что в прошлом веке, а уже в 19-й год. И мы достаточно подробно многое описывали, чтобы как-то достоверно от носителей культуры передать знания наших предков. Это наверное, один из таких ярких примеров про украшения. То, что как мы создавали, что означают каждая из них. И, конечно же, хочется уделить внимание футболкам эвенкийским, которые были у нас в самом начале. Мы очень подошли ответственно, сделали красивую фотосессию в таком зимнем колорите вместе с оленеводом, с оленями, сфотографировались. И, конечно, эти фото людей очень заинтересовали, зацепили. Но при этом мы, конечно, не просто публиковали фото, а рассказывали о нашем регионе, что это географический центр России Эвенкия. Сделали акцент на красоте нашей природы, на легендах и в целом на орнаментах. То есть через продукцию мы в том числе рассказываем о материальной и духовной культуре. Очень интересно узнать, потому что даже мы соседние регионы, можно сказать, но при этом почему-то зациклены, можно сказать, на каких-то внутренних своих вопросах и не всегда, бывает, интересуемся соседними регионами. Здорово, что вы приехали в Якутию, и мы теперь сможем больше узнать об Эвенкии. Буквально, наверное, несколько слов про вашу малую родину. Можете рассказать нашим слушателям? Всегда, мне кажется, это такой вопрос, который я с удовольствием отвечу. Мне с детства от одного слова «Эвенкия» сразу такой трепет, любовь в душе. Эвенкийский муниципальный район, он у нас входит в состав Красноярского края на севере, но он достаточно такой изолированный из-за того, что там дорог нет и интернет. Если есть, то он достаточно такой слабый, медленный интернет, поэтому, может, и в других регионах об Эвенкии мало знают, хотя невероятно уникальное место. Это и озеро Иви, географический центр России, плато Путарана, и место падения Тунгусского метеорита. Это все тоже у нас в Эвенкии. Невероятно красивые пейзажи. Там у нас
такой достаточно большой потенциал для развития этнотуризма, и в целом наша деятельность, которая связана с сувенирной продукцией, она как бы дополняет, выносит вклад в развитие этнотуризма. Регион, он хоть и большой, занимает 1/3 от всего Красноярского края. То есть раньше это был в целом даже отдельный субъект, Ивенкийский автономный округ, но по результатам референдума в дальнейшем его присоединение к Красноярскому краю, невероятные просторы, несмотря на такие большие площади, там проживает всего, сейчас даже меньше 15 тысяч человек. То есть человек, конечно, там живет в гармонии с природой, и вот нам хотелось об этом, о красоте природы говорить в наших изделиях. И не только о природе, а о важности связи с предками. Я думаю, что вы поднимаете такие важные вопросы, да, потому что действительно, в последние годы, мне кажется, особенно стало актуальным именно интересоваться своими предками, своей культурой, да, как-то поднимать вопросы национальной идентичности. И в этом ключе, наверное, было бы интересно узнать немного о вашей общественной деятельности, да. Получается, у вас есть свое дело, и кроме этого, мы знаем, вы занимаетесь общественной деятельностью на всероссийском уровне. То есть, если мы произносим ваше имя, я думаю, многие представители разных народов, да, КМНС будут вас знать, и немного об этом. Да, в том числе общественная деятельность занимает ключевое время в моем графике. Наверное, достаточно активно это началось с 2018 года. До 2018, конечно, я что-то на нашем местном локальном уровне в регионе делала. Там где-то лекции, какие-нибудь мероприятия, выставки. А в 2018 году я попала на Всероссийский молодежный форум «Российский север». Приехали представители разных народов со всего российского севера, и тогда, познакомившись с ребятами из разных регионов и в целом вдохновившись этой такой самобытной культурой, мне захотелось еще больше продвигать, делиться опытом. И когда уже вернулась к себе в Красноярский край, наверное, с того момента стала более активно участвовать и в других форумах, и подтягивать нашу молодежь, чтобы как-то более активно участвовали и все же шли в сторону своих корней, чтобы каждый человек знал, что каждый может нести вклад в развитие своего народа, что каждый человек важен и может сделать очень большое дело. И хотелось бы добавить о предстоящем мероприятии «Стратегическая сессия для сохранения языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с помощью цифровизации». Это в декабре у нас планируется такое мероприятие, и мы с ребятами, активистами, когда-то мы были все вместе просто участниками, а сейчас получается, что мы все вместе держим связь, друг другу помогаем, поддерживаем, и теперь уже в том числе сами участвуем в организации подобных мероприятий, столь важных для всей страны. Здорово. Мне очень понравилась фраза, что именно каждый человек может вносить свою лепту, да, в сохранение своей культуры. И действительно это актуально, особенно сейчас. И предстоящая сессия, да, об этом говорит, через те же новые технологии мы это можем делать, не выходя из дома, грубо говоря, используя свои смартфоны, выходя в социальные сети, да, и так далее. Если говорить о цели вашего визита, вы тоже приехали на мероприятие, да, насколько мы знаем. Немного об этом, может быть. Да, моя главная цель поездки в Якутию — это участие в Северном молодежном форуме. Меня пригласили поделиться опытом развития своего дела. Я, конечно, с большой радостью на это согласилась, потому что сам регион мне нравится. И очень интересно наблюдать, когда через развитие своего проекта также развивается личность. То есть, допустим, я, если сравниваю себя с 2016 годом, то это совершенно разные люди. И, конечно, тогда я бы и подумать не могла, что в разных регионах меня бы приглашали выступить. Это такое приглашение на Северный форум для меня очень важный показатель в развитии себя как личности. Я надеюсь, мое выступление будет полезно для ребят. Мне кажется,
У каждого человека уникальный путь, и мы не можем дать какие-то определенные алгоритмы, потому что каждый человек уникален, и его дело, но мы можем вдохновить, начать делать. У нас есть такая особенность у многих северных людей, такая некоторая закрытость, иногда неверие. То есть человек, он очень талантливый, большой потенциал, но иногда надо просто вдохновиться, понять, что твой талант, он нужен миру, он нужен народу, что ты можешь внести вклад в развитие, даже не только своего народа, а в целом человечества. То есть наверное, главная цель выступления не дать какие-то алгоритмы, а просто показать пример, что можно начать, и оно дает свои положительные плоды, которые вдохновляют, оказывается, и бывает, ты ожидаешь одних результатов, а оно оказывается еще больше. Еще больше, да. Тут, мне кажется, даже очень важно подчеркнуть именно личный пример. То есть, допустим, люди, которые вас знают, да, люди, которые ассоциируют себя именно с коренными народами, видя положительные примеры того, что у человека получилось, у Хайвалам получается, и значит, тоже вдохновляются тем, что я тоже, наверное, смогу, и решаются попробовать. Мне кажется, это очень важно. Именно дать такой позитивный толчок для того, чтобы человек все-таки задумался и, может быть, начал что-то свое. Хайвалам, спасибо большое за время, которое вы нам уделили. Желаем вам успехов вашему бренду, чтобы действительно миссия бренда помогала сохранить и развивать культуру северных народов. Удачи вам! Спасибо большое. Желаю успехов вам, желаю успехов всем слушателям. Спасибо большое. Дорогие слушатели, я напомню, что у нас в студии была Хайвалам Вакувагер, представитель кетов и эвенков Красноярского края, молодежный лидер КМНС и создатель бренда Хайвалам. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Якутия в мире.